Все на улице, сегодня последний день Штрахи. С такими лозунгами в выходные к резиденции австрийского канцлера пришли тысячи людей. Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил об отставке Штрахи и об отказе от коалиции с его ультраправой австрийской партией «Свободы». На выборах 2017 года она набрала 26% голосов. Я не всегда говорил об этом публично, но было много ситуаций, с которыми мне было трудно смириться. Однако я не разрушал коалицию из-за первых признаков проступков. Но после вчерашнего видео я честно скажу, хватит, значит хватит. Видео, о котором говорит Курц, опубликовали два авторитетных немецких издания «Süddeutsche Zeitung» и «Шпигель». На нем Штрахи запечатлен летом 2017-го в некой квартире на Ибице в компании однопартийца и двух женщин, одна из которых представилась племянницей российского олигарха Алены Макаровой. На протяжении 6 часов Штрахи пьет алкоголь, ругает австрийских политиков и предлагает Макаровой сделку в обмен на поддержку его партии на выборах. Речь шла о 250 миллионах евро, приведенных в обход закона и, например, скрытой рекламе в СМИ. Если она получит контроль над газетой заранее, недели за 2 до выборов, и сможет раскручивать нас через эту газету, то мы получим такой эффект, которого нет у других. С поддержкой СМИ у нас будет не 27, а 34%. Как только она получит контроль над Кронен Zeitung, мы поговорим открыто. Нам надо будет сесть и сказать, есть 3-4 человека, которых надо поддерживать, и 3-4 человека, которых надо мочить. Штрахи назвал свое поведение пьяной мачистской выходкой в попытке впечатлить привлекательную женщину и признал это глупостью, безответственностью и ошибкой. Однако, по его словам, ничего криминального он не предлагал и не делал. Единственное преступление здесь – это организация скрытой незаконной записи, публикации которой кто-то ждал 2 года. И да, это целенаправленное политическое убийство. Канцлер Курц предложил как можно скорее провести досрочные выборы в парламент и сформировать новое правительство. Президент Австрии эту идею поддержал и назначил голосование на сентябрь. Тем временем основатель российской газовой компании «Итерра» Игорь Макаров, с которым австрийские СМИ связывали девушку, фигурирующую на видео, заявил, что у него никаких племянниц нет и никакого отношения к видео он не имеет.